Чтобы дороги у нас были хорошие, мост в конце концов построили. Ну и билеты подешевле были на самолет. Ну, налог добычи полезных ископаемых, чтобы обратно был в республике введен. Сейчас же умный город делают. Ну, чем быстрее будет, тем лучше. Я думаю, будет бюджет, будет все остальное. Все устраивает нас стариков. Нам мало жить. Ну, побольше хороших дорог и жилья для людей. Что еще нужно для счастья? И так все новое же у нас, очень хорошо даже. Якутия это не Москва, тут север. Да, чтобы все нормально было, дай бог. Я даже не знаю, что сказать, но так-то хотелось бы, конечно, изменений. Меня волнует только дороги. Если бы развивалась какая-то, может быть, общественная жизнь, было бы хорошо, хотя не знаю, как в нынешних условиях можно это организовать, чтобы люди больше встречались, больше, может, путешествовали хотя бы по республике. Город, конечно, чтобы развивался, чтобы меньше было этих аварийного жилья, чтобы для детей тоже как-то вот. Сейчас дети все тоже в замкнутом пространстве, дома сидят, студентам вообще никаких мероприятий. Конечно, это понятно, но вот все-таки мы живем надеждой на лучшее, что когда-то это закончится, чтобы все были здоровы, да. С дорогами, в первую очередь, проблема, чтобы была решена. Есть районы, где, в принципе, дороги, как и 10 лет назад были в ужасном состоянии, так и они остались. Чтобы развитие спорта было больше, школы вот эти в США, чтобы они как-то в каком-то режиме более доступным работали. Потому что сейчас вот у меня ребенок тоже в США ходит, и год они не занимались. Того, чтобы мы бы перестали все выводить, какие-то блага у нас оставались, и мы этим сами бы пользовались на наше развитие. То есть. А у нас ведь очень красивая территория. Мне, например, климат нравится. Поэтому хотелось бы, чтобы вот пути какие-то открылись, передвижение людей было не так сковано. То есть долететь до туда, какие-то остальные края, за границу, чтобы все это как-то больше открылось, а то мы как будто бы сидим в консервной банке и типа варимся. Да, хотелось бы, конечно, чтобы город наш озеленили, в конце концов, да? Дома, архитектурные именно строения какие-то были более новые. Слишком все устарело до такой степени, что, конечно, у города не очень хороший внешний вид, мне кажется. Будем надеяться, что и не только центральная дорога, но и на окраинах, в округе будут тоже лучше. У меня ребенок в школу, допустим, ходит. Хотелось бы лучше, да, тоже. Потому что, извините, в школе сидят по 40 человек, извините, в классе. Хотелось бы, конечно. То же самое проблема с садиками. Второй ребенок, допустим, да? Их нет. То есть у меня ребенок первый раз в садик в 5 лет пошел, потому что нет мест. Чтобы дороги сделали. Комфортнее жить стало людям. Строилось, наверное, больше каких-то объектов, которые были для комфортности проживания. Зелени больше. Много-много всяких разных вопросов, как сразу не сориентируешься. Но вот это первостепенные дороги и комфортность проживания. Парков мы получше строили. И с деревянным фондом уже быстрее бы разбирались, потому что очень много жилья, которого не приспособлено для проживания. Видимо, темпы не очень хорошие, хотелось бы, чтобы больше строили. Чтобы автобусы чаще ходили, чтобы отремонтировали дорогу около моего дома. Больше зелени, какие-нибудь красивые деревья, не тополь. Главное, мне кажется, для города действительно больше зеленых зон. Быстрый интернет в дальние села в первую очередь. Это решит многие вопросы доступности. И, что-то с транспортом решить. Дороги сезонные во многие места. Как вы знаете, на север привозят товары, яблоки там стоят 500 рублей. То есть изменить логистику, да, улучшить логистику, доставку, да, продуктов. Да, но тут нужно, по-моему, очень серьезные вложения, потому что одним мостом через Лену это не решить. Тут нужно мостов и больше, и дороги сделать федеральные. Интернет-дороги, главная связь. Побольше парков. Я жду конкретно, чтобы культуре прибавили денег, потому что совсем культуру задушили. Задушили. Мало того, что все вокзалные всякие эти наполнения до 30-50%, люди с QR даже не хотят ходить, потому что не у всех есть, а которые, у которых нет, может быть, они сходили, потому что они большие театралы, они могут сходить.
Вы бы решили вопрос с собаками? Собак надо, безнадзорных собак надо как-то. Да, в пригороде тоже надо, там освещения вообще нету, вторая дама. Уличное освещение надо, и дети на улице в темноте ходят, вообще там это, даже взрослым опасно. Да, не знаю даже, все в порядке у меня, все хорошо. Я жду, чтобы это внимание обратили на здравоохранение, чтобы в наших районных населенных пунктах, где люди живут в деревнях, не было сокращения, чтобы туда отправили молодых специалистов. Говорят, даже в Алмазном городе Мирного не хватает специалистов в области здравоохранения. Вот и поэтому я хочу, чтобы в области здравоохранения, в области народного образования не было никаких сокращений. Сельское хозяйство тоже должны поддержать. Тогда и народ должен все время просить не надо. Тоже сами должны действовать, держать свой скот. Надо все начинать с себя. Надо быть добрее, вежливее, надо что-то сообразить, тогда нормально будет. Как-то после пожара народ сплотился, возле Ильдархана как-то сплотились. Раньше все время критиканы же были, а сейчас народ тоже имеет какую-то роль виновника. От нашего тоже зависит не только одного Ильдархана. Вот и поэтому после этого летнего пожара как-то народ сплотились. Вот и поэтому я надеюсь, что наша республика, город Якутск, будет процветать. Наш климат очень хороший, свежий воздух, такая красивая природа. Надо оберегать, тогда все будет нормально. Я так думаю по-простому.